такие столы, которые мы хотим себе поставить в гостевом домике, есть на ВДНХ. Кстати, на ВДНХ я ни разу не была. Вот сколько лет мне и сколько лет я живу в Уфе, и ни разу здесь не была. Вообще абсолютно. Я даже не знала, что здесь что-то продают. ВДНХ. Они расшифровываются ВДНХ. Всероссийские достижения народного хозяйства деп аталады. Шаймни? И бұнда неме выставка дейсің? Выставкалар қазір неде? Просто торгов өтсін. Офигеть. Прикольно. Блинчик, нейман, с овощами, с грибами, из курицы, говяжий, салат капустный. Вообще я рахман, когда пластиковые приборы и пластиковые тарелки. Говяжий шницель, а говядина не обнаружена. Калита шаем, потому что только вороны. Лучше уж у ворога и туалетка ворога, чем у Это не видел, опыт там дорого. Ну да. Который, если, блин, обосралась, что ли? Мне надо сказать, мне. Короче, с нашим бюджетом получается отовариваться только в Леруа Достар. Нам не по карману ВДНХ. Мы это поняли. Там очень много красивых дизайнерских штучек, очень много красивых паласов, которые стоят от 60 тысяч, очень много красивой мебели и столы. Мы нашли стол, который нам очень понравился, из дуба, он стоит 100 тысяч. А мы хотели 100 тысяч вообще уложиться и обставить гостевой домик. Вот. Полностью. Вот. Нам не по карману торговый центр ВДНХ. Алина Кильдахадр будет помогать подбирать меня палас. Будем выбирать из того, что Дуфтар есть. Вот, из того, что есть. Потому что на ВДНХ, и там ведь очень много красивых паласов, но там они стоят от 60 тысяч. Зачем мне такой палас, чтобы на следующий год опять поменять, что ли? Я лучше куплю за 5 тысяч, потом через 3 года опять поменяю. Вот в зале же у меня сейчас серый лежит какой-то. Да. Я хочу вот такой палас, да, и к нему подобрать уже шторы. Вот. Хотела так. А стол вы посмотрели? А? Стол. Что? Стол. Стол вообще капец там дорогой. 100 тысяч, блин. Альберт, смотри, Алина желтый диван предлагает. Если будет вот примерно под такие цвета надо. Ага, желтый, да? Под цвет ковра. А он не испачкается быстро? Это же там мы у нас Там в дрова, основном все время шашлыки будут. шашлыки. А какой любой испачкается, по сути. Просто надо либо накидку потом, либо что. А если желтый мы возьмем. А если диван такой, а накидку желтую, чтобы стирать. Поэтому я и говорила, с серой можно посмотреть. Ну, нам надо, чтобы прямо на вагонку фреску наложить. Вот Чтоб так не... не пойдет. Так не пойдет гипсокартон. А как ты будешь снимать? Вагонку снимать будешь? Наверх на вагонку гипсокартон вешается. А он выпуклый не получится, потом одна стена, допустим, вот вагонка идет. Нет, ну гипсокартон қалтыласа сенген, Вагонка идет, все стены на одном уровне. И тут ты бац, гипсокартонку клеишь, и потом он не будет отличаться, хочу сказать. Что по размеру он выпуклый будет. Будем делать. На всю стену, где вот там вот А, вы на кухню? А, Пока про кухню там да. важнее же. Ладно. Снимать. Ага, да. Как всегда, инде процедура проверки. Мұнда ерді, мен біләмен ұрамырына бір вақытны көп малдадылар. Көп мә? Бестемеймін, алдадылар. Алдық залға яңы палас, и шу паласқа тап келтіріп, Алина айта, шторы подбирать. Қазір она уже поехала к шторникам, потом шторники приедут, гардины подберут, шторы подберут. Блин, прикиньте, Дуфар, бұнда прямо сыққан жерде біреу краску разлил, офигеть, прямо выход там, прикиньте, мұны онда инехін, и мұны онда біреу тұтқанда, блин, ярылған екен, неместеген ана банкалары тұра. Блин, очень жалко. И сонан соң басып, мына іздері қайдалық басқан теге мужик. Мына бұлағада дегенде кеткен. В машине вообще почти места нету. Вот, полностью загрузили, прикиньте. Все влезло. Альберт говорит, ладно, хорошо, что у нас минивэн, большая машина, как грузовая. И палас сюда влез, стол сюда влез, стулья сюда влезли. Потом еще купили светильник, тоже он большой такой, влез. Еще что? Ты влезла. Я влезла, Альберт влез. Машина для крупногабаритных, самый раз.
Қайда үйренеңінен башы, әй? Машинала yo'qlab ketdim. Алдашма, мен хие ертесек звонтта баштағайным, өте. Сағат 10-да, какой 10-да? 9-да. Кейін шунан алып трубканы алманың. Перезвонил, как уяндым. Машинала. Шы врежі, біле. Даже битлерде де болмағанмын, көрәңіз. Шешелеп өткенмін. Не, қайда болдың? Шешіліп өткен сүйірген. Машинала yo'qlab кеттім, реально. Несеме сағат жоқтаған, представляете ма, достар? Мына таныш болаған. Бұл башкирский китаец. Заман бір гаишник тоқтаттыла. Ты что, китаец, что ли? Жоқ, мен башқұртым. Теге күліп тұра, мана хелмай. На китайцы все равно похож деп. Короче, бұға башкирский китаец деп бір гаишник берген есім. Вот, прикиньте. Что, будем снимать, Вань? Будем снимать. Подожди, кусочек вот маленький продайте. А? Ну ладно, я куплю чисто филе, дайте мне маленький кусочек. Ну, просто ты, Караля, целая проблема создавать для видео. Может, я хочу мясо купить? Нет, продать не могут даже мне мясо. Ну вот, дайте мне кусочек. Вот этот. Все, для Вайна ит болды, доктор. Оша балякигина китак 338 рублей. Офигеть, а что так дорого? Я же говорил. Нет, а что так? А? Чисто филе, мына инан башы, біз ауылда өбітай, өсер 30 ғумға алабы, почти 1 кило еді, бұнда қарағы білікігіне китак. Все, спасибо. Так, карбını отрезать же надо. Немесе посақма? Аяқ, бұл бәләке. Бәлбәләке, саққа матрой. Көтіп тұр. Бұға ерді ол бәлбәләке. Блин, придет. Зим. Большая девочка. Все сама. Давайте ей нож, давайте сами отрезать. Вот так, отрежьте вот этот кусочек. Да. И оба дайте мне. Я да, не бар. Хуй, проходя, юрюмбе. Мені машина. Африка, я киттик, давай, ошоны түшіріп. Давай, сигаретыңды таштап тұрайын де. Сейчас мы тебя помоем, отмоем. Будешь красавчик. Шаны кісілерге видарың. Меня сама башкирская домохозяйка весь юндырды. Правильно. Это тот, я такой суровый таксист, что сама башкирская домохозяйка меня умывает. Көрдіңіз? Туатта балыққа барған Тагир Асадуллин машина май умыл. И потому что бушқа барғаныңдар. Жоқ, ол жетіп. Нешеме артистерді бушқа үйіртірге? Жоқ, олар и за поездка төләнілер, и ашаттылар. Ярай, хәвәт болған. Аты артистердің бір ғадаттары бар, алар бушқа яратаған. Давай, қолдарыңды хүрт. Все нормально. Короче, достар, давайте не будем хейтить мой этот вайн, потому что Артур любезно согласился участвовать в серии в таких вайнах. В серии. Артур Юрий Ошундай Нида, таксила, он подрабатывает. Это получается основной заработок, да? Основной заработок такси, да. Инстаграм веду так, то, что у меня такое есть вот, для души. Но меня куптер предлагает, так, почему не развиваешь свой Инстаграм? Мне основное то, что я привык своей рукой зарабатывать, так бы, и ушел привычка, надо себя переучивать. Это как бы какой-то момент перешагнуть надо. Думаю, вот что в дальнейшем буду сильнее. Давай. Не, будь не таксиста теперь, алып барган Паша. Ага. И сколько это күніне зарабатывает? Грязью там 9 тысяч. В смысле с грязью? Ну, минус заправка, минус аренда, тогда была. Ага, и примерно күніне чистыми сколько? Чистыми, если так целый день быток умоль берем, что там 5 тысяч, 6 тысяч. О, нормально же. Но у меня не такой, постоянно то туда, то сюда. Все, бүтін нәмәңді тазаланық. Біз өзімізге трезвый водитель таптық. Қазір баяғына қонаққа барғақ, мен за рулем жүрмеймін, Альберт та жүрмей. Башкирский китайцы будем нанимать. Бұл, оказывается, шундай услуга еще предоставлять екен. Ит бар, почему ашта ит жоқ деп ғұрамағындарысын специально көргатам менің подписчиктарға. Тауық бульоннан пішірген кәмнегіне аш. Көргатненде матур аш. Тик только тауық бульоннан. Онда, короче, мен халдым лапша, картошка и морковка. Вот, шулай аш тәмле була. О, Стальфель хинде қап-қара, Альбертта қап-қара, а мен аппақ. Мен как это Белоснежка и 7 черных гномов деген хымық. Күні-түні суп лапша керек Альбертқа. Уже бесит прямо. Не могу же я каждый день суп лапшу готовить. Хотя меня бірақтан хәветінде өтеу. Бір ғасыру аш пішіріп аламда, бульон лапша аламда қоям, Оказывается, ауылда біз помидор да,
не, огурцы барангуля виссери кондуктор. Альфер такие новости привез. Короче, в этом году меня соленых огурцов, соленых помидоров не ждать нельзя. В смысле, на хатырға болдың міне участокта, Альберт? Ну, сатмаға. Ен беттігінен барып қарамағын бет әлі алырға участок. Әлі яңы участок пока не приметил, зачем я бұны хатағын? Ну, мен бабы бензі. Не. Если найдешь только новый хороший участок, тогда бұныңды хат, а так ерді кіші хатмай. Смотрите, друзья, Альберт песок-то яңынан ташай. Кире обратно. Почему? Почему? Не рассчитал много натаскал. Много натаскал? И Алла. Короче, достар, Альберт натаскал песок, и оказывается, натаскал лишнего. Не моя караптара! Не, иди на Короче, лишнего песка натаскал, утрамбовал. Жена решил положить на ошу плитка на ветенде. И потом выяснилось, что Альфир кильды, Альфир болел, поэтому не мог приезжать, помогать. Альфир приехал на ветенде, и Альберт Хайта, ты что тут натаскал-то? Вообще-то столько песка не надо. Короче, обратно все разобрал, весь песок, и обратно таскает песок-то. А Альфир уже почти заканчивает. Уже говорят, мы купим. Вот такая у нас, достар, перед гостевым домиком будет плитка. Видите, красиво. Вот тут алар заливать для битинды, арбанда плитка. И у нас мотор так была. Ой, как хорошо, как все ровно, как чистится. А как этот? Карта доктора. Сарапаться итмек мекен. В смысле? А? Я, сын, курак манеровать, что ли? Альфер лишний песок-то убирает, Альберт таскает. Двойную работу сделали. Короче, достар, я тут бәлеш собралась готовить. Мына мен уже ит әзірлеп қойдым. Бұнда мен алдым говядина и тауық. Сейчас выкупаю тауықты и покажу. Вот, да, вот, выкупаю тауықтарды. Вот они, вот эти вот кусочки тауықтар. А это говядина. Хуған әзірлеп қойдым, картошка әзірлеп қойдым. И уже мына тесто әзір. Смотрите, какое очень обалденное, желтенькое, красивое, эластичное тесто. Сейчас будем готовить бәлішек. Итак, короче, достар, сейчас будем готовить начинку для бәліша. Ложим, короче, мелко накрошенную картошку. Где-то я примерно вот так, наверное, ее крошу. Потом туда же сразу же шап кладем мясо. Тут вот два сорта мяса. Это, как там его, таук. Вот такой вот жирненький таук. И говядина тоже порубленная такая мелкими кусочками. Сразу же туда кладу лук, мелко тоже накрошенный. Тут я 2 луковицы положила. Смотря сколько вы будете готовить, на сколько человек бәлеш. Порции можно уменьшать, имеется в виду. Потом туда же кладу этот, как там его, вот этот соль. Вот. Опять-таки на вкус и цвет товарищей нету, кто сколько хочет соли кладет. Потом я кладу этот черный перец. Подождите, вот дырку сделаю большую. И вот так вот сыпать и там, да. Потом шап-шоп, все вот это вместе бутаанский. Вот так вот все перемешиваем. Раньше я делала слоями, но потом подумала, нафиг надо, один счет все в животе перемешается, и поэтому решила все вот так мешать. Вот и все, дорогие друзья, начинка для бәліша готова. Теперь начнем готовить бәліш. Духовку я заранее нагреваю, и еще
заранее готовила бульончик. Вот, из супа я немножко еще возьму бульончик для Белиша. Можно в воду положить вместо бульона. Хорошая большая сковородка. Я купила кухмаровскую специально для Белиша. Огромную. Сразу его намазываем вот так, шап-шоп. По краям не забудьте, а то тесто прилипнет. Вдруг кто-то не умеет Белиш готовить. Вот для них я и стараюсь. Вдруг какая-нибудь молодая киленька посмотрит. Просто я же не умею готовить. Да. Тесто я готовила заранее и дала отдохнуть. Час где-то, пока готовила другие ингредиенты. Где мой тут мастояк? Вот мой тут мастояк. И начинаем готовить. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Все, видите, как быстро вообще. Белиш вообще очень готовится быстро. Все. Короче, вот Тиргина табаға ейіп қалдық қамырчик. Потом шап. Вот эту всю массу суем сюда Белишка. Это на человек 20 точно хватит. Но мы готовим только на двоих. Просто я, как всегда, переборщила с продуктами. Я не знаю меру. Я работала в детском садике поваром и привыкла готовить на огромное количество детей. И поэтому у меня дома тоже такая вот эта привычка осталась. И я всегда готовлю очень много. Не умею я мало готовить. Почему, непонятно. Потом вот так все делаем. Распределяем все равномерно. Вот, смотрите, какой красивый получился беляшик. И теперь мы туда будем класть сливочное масло. Многие, конечно, не кладут, говорят, жирный будет. Но я всегда кладу или ложу. Что там делаю, я не знаю. Ну, масло наверх ложу, короче. Эй, блин, беляшки ложу, надоел уже. Вот так вот ложу, чтобы все равно еще жирнее было. Вот так все беру. Это все деревенское масло, деревенская картошка, деревенский мясо. Вот все. Видите, какая красота получилась. Смотрите. Шапики. Вот так вот. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Подожди, здесь лишнее надо убрать. Тоже лишнее, да? Потом все вот это вот закрываем. Я давно мечтала специально купить вот такую вот сковородку большую, кухмаровскую. Моя мама такая есть. Она в нем всегда печет беляшики. Я тоже хотела такую вот. Наконец-то приобрела. Потом делаем вот тут дырку, да. Вот тут. Прямо в середине. Вот так вот, видите, да, вот тут дырку делаем. Чтобы туда можно было наливать бульончик. И вот это вот пробку делаем, крышечку. Затыкаем рот беляша. Шап. Вот и все. И вот, смотрите, какой беляшик готов. Обалденно большой. О, тяжелый. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вот эта сковородка во всей духовке лезет. Очень удобная для беляша. Ребята, кстати. Так, все нормально? Короче, ага, лезет и ням большой. Что за фигня? Не закрывается турником или закрылся, мол. Это что такое? Что-то мне кажется, что не лезет. А что делать? Или лезет? Нет. А вот теперь нормально. Все, вот так вот. Выпекаем где-то 220 начинаем в начале, потом до 150 спускаем, пока пускай 200 будет. Так, пока ставлю на 200, а потом уже опущу до 150, до 120. Готовлю где-то часа 2 беляш. Хочу плитку. Я же бриллианты шубу не прошу, плитку прошу. Хорошо. Кул sırak. Ya eşke gitsem ne demek? Не делаю толстовка же. Я за так келеше. А я профмастеров тебе звон. Не, потому что вы профмастер захом. Профессиональный мастер захом. Не, эшке дейбір. На. Все, достар, эш бітті. Мына Альфер бір күнде қалып сықты. А не Альберт. Уйдым қалан типті. Эй, кіші шандырып едені, эй, кіші шандырып едені. Какой он большой. Он вообще тяжелый, посмотри какой. Надеюсь, бешканда? Да. Он вообще громадный, человек 20 тут. Прикинь? Офигеть божий, да? Также такие через полчаса и беляша нет. Да, и он шаг камеры вообще.
Окей. Ну, йумушак пуган просто. Ты видела там фритку? Смотри, как красиво, да? Как вкусно. Азаля, я ситин ел, прямо ем, вообще мушаккара. Ох, ситы бәлештің, просто обалденный. Күтәләп. Все, вот там әлбетте уже, блин. И этот, әлбет қайтам. Все, наверное, біз кубергенбіз. Я шагомерді қарайбыз. Шагомер загрузили специально, чтобы измерить, сколько мы прошли енді. Қарақ 1 километр өткенбіз. Всего лишь 1 километр. Ах, әлбетте. А такое ощущение, как будто километр 3 прошли. Измерили шагомер, или что там, посмотрели его. Мы прошли всего 2 километра. Это нормально, на сегодня хватит. Теперь мы решили, что будем ходить каждый день, утром и вечером. Не знаю, надолго нас хватит или нет. И пока ходили пешком, о чем только не болтали. Ну, допустим, мы обсудили, что же из спиртных напитков самый калорийный. Самый калорийный оказалось пиво, Альберт говорит. И коньяк. Прикиньте, коньяк, оказывается, из вина делается. Я даже не знала. Из вина, из винограда. Удивляйте, тогда из вина тебе Из делают. винограда не носи вина. Меня еще говорят, из вина мне не Да, даете. из винограда. Ага. Вот. И пришли к выводу, что самогон самый Нет, хороший, самогон. имеется в виду хороший, самый низкокалорийный.